Наша конференция называется «Дистанционное образование. Трансформация, преимущества, риски и опыт». Конференция проводится у нас уже в третий раз и имеет статус всероссийский, но с международным участием. В нашей конференции принимают участие из Беларуси, из Казахстана, из многих городов нашей России. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Шуя, и Набережные Челны. Они даже очно к нам приехали. Ярославль, Казань. Ну и Республика Башкортостан вообще представлена тоже очень широко, на мой взгляд. Наша конференция охватывает 4 секции. Мы говорим о цифровых технологиях в образованиях. Секцию эту модерирует Парфенова Мария Яковлевна. Она представитель Московского университета имени Витте, сама по себе цифровик и давно занимается проблемой разработки цифровых технологий именно для образования. Очень интересные разработки она нам привезла из этого университета, и наши разработки она перенимает. Вообще, это самая такая активная аудитория вот этой секции, потому что только в качестве докладчиков записалось больше 60 человек. Ну, мы, конечно, отобрали самые лучшие доклады. Еще одна секция очень интересная, на мой взгляд, это секция, посвященная сельской школе. Там у нас приглашены учителя сельских школ, и они представляют свой опыт. Допустим, Кабаковская сельская школа приехала сельская школа из Ульяновской области, село Абдулово. Они по-разному, но также представляют некие инновации в сельской школе, которые сейчас происходят. И это очень радостно, так как ведь считается, что сельская школа отстала, она совсем не отстала, так как те передовые идеи, они очень хотят и внедрять, и хотят взаимодействовать, и предлагают даже пути взаимодействия с нашими учеными. Вот. Еще одна секция, на мой взгляд, интересная, это секция «Цифровые наставники». К нам сегодня в гости приехали 24 наших наставника, которые работали с нами в течение этого года по государственному заданию Министерства просвещения. Все они сегодня к нам приехали и также покажут свой опыт в области наставничества. Как остаться человеком, как остаться физически человеком, как остаться психически человеком. Вот место человека вообще в этом мире тогда. Вот эти вопросы обсуждаются на этой конференции с той или иной интенсивностью. Сейчас мы сидим, как раз разговариваем о сельской школе. Ну, мне нравится то, что сейчас рассказывают учителя и директора сельской школы о профориентационной работе, о том, каким хотят быть эти дети, учащиеся сельской школы, какие профессии себе выбирают. Кто хочет уехать в город, кто хочет остаться в селе. Какие-то позитивные моменты тоже есть.